Между тем, паромный маршрут Якутск-Нижний Бестях проинспектировал председатель правительства региона Владимир Солодов. Он ознакомился с ходом погрузки и выгрузки автомобилей, благоустройством причалов, разработкой приложения по отслеживанию судов и онлайн-расписанием движения паромов. Есть ли недочеты в работе переправы, в материале нашего корреспондента Анастасии Кобызевой. Якутск-Нижний Бестях – основная переправа на весь летний сезон. Сейчас в смене 11 паромов. И каждое лето здесь разыгрываются настоящие баталии. Километровые пробки, ссоры и даже драки. Чтобы не допустить паромного коллапса в этом году, все заинтересованные стороны уже приняли ряд серьезных мер. Поставили барьерные ограждения при заезде на паром, разработали схемы движения автомобилей на причалах и в соответствии с этим установили новые дорожные знаки. В первую очередь новшества оценили пассажиры. Все хорошо, все комфортабельно. Так, молодцы, настроили все. По-моему, все нормально. Проблем нет, но хотелось бы моста все равно. Там быстрее. А так все прекрасно, хорошо. Нормально все, по-моему. По времени? По времени хватает, ага. По времени не опаздывает. В этом году особое внимание уделят и благоустройству территории причалов. Сейчас же они находятся в плачевном состоянии. Нужно еще, чтобы это просто было приятное место, в котором доставляет удовольствие находиться люди. Может быть, даже прогулочная какая-то зона, приятные кафе и рестораны. Вот это то, что надо вместе с нам всем будет спланировать. В этом заинтересованы и сами перевозчики. Вопрос благоустройства территории причалов они готовы взять под свой личный контроль. На 2019 год хотелось нам бы организовать сервис общепита, то есть, на паромной переправе, а на 2020-2021 год хотелось бы построить торгово-гостиничный комплекс со спальными местами, с душем и так далее. Территория причала паромной переправы Мархинка совершенно не благоустроена. Кроме вот этого зала ожидания здесь ничего нет. Вы видите, что здесь очень много мусора. Здесь также нет ни одного кафе, где бы могли отдохнуть прибывающие или ожидающие пассажиры. В этом году в постоянном режиме будет работать специальная комиссия по контролю над паромной переправой. Ее возглавит министр транспорта и дорожного хозяйства региона. В комиссию также войдут администрации Якутска и Мегино-Кангаласского района, Министерство цифрового развития, ГИБДД и перевозчики. Перед ними стоит важная задача – стабильное функционирование паромной переправы. Анастасия Кобызева, Павел Пахомов, Якутск, Нижний Бестях.